В Норвегии, в европейской стране, в возрасте 99 лет скончался легендарнейший боец сопротивления норвежского. Звали его Йоахим Рёненберг. Это был человек, который возглавлял одну из самых известных вообще в мировой истории диверсионную группу, которая должна была уничтожить завод, который участвовал в программе, нацистской программе по созданию атомного оружия для Гитлера. Это тот человек, которому удалось выполнить поставленную перед ним задачу. А что это была за задача, давайте узнаем из сюжета. В декабре 1938 года немецкие физики Отто Ган и Фриц Штрасман открыли процесс деления ядра, которым моментально заинтересовались военные. Уже через несколько месяцев Германия начинает свою ядерную оружейную программу. Впрочем, из-за непонимания нацистскими властями перспектив нового оружия, программа сталкивается с постоянными трудностями, связанными в первую очередь с призывом специалистов-физиков на действительную военную службу после начала Второй мировой войны. Однако работа по созданию своей атомной бомбы нацистами все же велась. Одним из прорывов в этом направлении стало получение контроля над производством так называемой тяжелой воды в оккупированной Норвегии. Использование этой тяжелой воды значительно упрощает процесс производства ядерного топлива и вооружений. Британское командование, поставленное учеными в известность об опасности атомных изысканий, приняло решение уничтожить норвежский завод удобрений в Вемарке, побочным продуктом производства которого была доставшаяся нацистам тяжелая вода. От атаки на завод с воздуха британцы сходу отказались. Крайне взрывоопасные компоненты удобрений грозили обернуться массовыми жертвами среди мирных жителей Норвегии. Вместо этого Лондон сделал ставку на диверсию. План операции по выводу завода из строя получил название «Незнакомец». Предполагалось, что 4 десятка бойцов, руководимые норвежцами, бежавшими в Великобританию от нацистов, незамеченными проберутся на завод, заложат взрывчатку и уйдут до того, как сработают детонаторы. Однако стартовавшая 20 ноября 1942 года операция с самого начала пошла не так. Один из планеров, на борту которого летела часть диверсионной группы, упал в море, другой врезался в скалы. Все выжившие в крушении попали в руки нацистов и были казнены. Следующую попытку диверсии предприняли лишь в феврале 1943 года. Сброшенные за несколько десятков километров от завода парашютисты на лыжах добрались до места, заминировали цех высокой концентрации и покинули завод, разделившись на две группы. Немцы, однако, к апрелю сумели отремонтировать цех и возобновить производство тяжелой воды. Рисковать жизнями диверсантами после этого Лондон уже не стал. Вместо этого по Вемарку был нанесен бомбовый удар с воздуха. История же англо-норвежских диверсионных групп стала основой для нескольких приключенческих книг и фильмов, самым известным из которых стала снятая в 1965 году лента «Герои Телемарка» с Кирком Дугласом в главной роли. Лондон не рискнул бомбить этот самый завод, а потом, после того, как немцы восстановили производство тяжелой воды после этой самой диверсии, все-таки разбомбили. Ну, на самом деле, я хочу заметить, что это не значит, что акция была провальной. Вот эта вот группа покойного уже ныне Рёненберга выяснила, что бомбардировка, в принципе, по идее, может быть безопасной, если нанести вот этот вот бомбовый удар по какому-то конкретному месту, вот рядом с которым нету никаких вот этих вот залежей хранилища аммиака и так далее. Но, кстати, известно, что из более чем 700 бомб, которые были сброшены тогда в ходе третьей попытки разрушения завода, около 600 не попали в цель, легли рядом, но тем не менее это не привело к массовой гибели людей вокруг. Это действительно при помощи той диверсионной группы, которая смогла в 1943 году пробраться туда на завод, разместить взрывчатку, а каждый нес из диверсантов на себе порядка 30 килограммов взрывчатки. Вот тогда удалось выяснить, что возможно это взорвать, удалось выяснить, куда, собственно, можно нанести удар бомбовый.
для того, чтобы избежать массовых жертв среди мирного населения. Рёни Берг до самых последних дней сохранял такую ясность ума, выступал много, встречался с людьми, с журналистами. В частности, рассказывал о том, что не понимал о том, насколько важная миссия была на него возложена до тех пор, пока не увидел в самом конце Второй мировой войны, что было сделано при помощи атомного оружия с Хиросимой и Нагасаки, по которым был нанесен атомный удар американскими военно-воздушными силами. Ну и кроме того, он рассказывал о том, что вот это вот отступление, в ходе которого за его группой гналось несколько тысяч немецких солдат, стало для него самой значимой в жизни лыжной прогулкой. Он был героем, вот таким настоящим героем, и в правительстве норвежском говорят о том, что его память, конечно, никогда не будет забыта, причем героем не только в Норвегии, но и героем в Великобритании. Вот после оккупации немцами его родной Норвегии он на лодке сбежал в Шотландию, морем добрался до Великобритании, где выразил готовность послужить и своей родине, и своей новой родине Великобритании, помочь бороться с врагом. И не испугался отправиться в Норвегию даже после того, как первая группа, как об этом было рассказано в сюжете, погибла в полном составе. Кто-то в крушениях этих планеров, кто-то после того, как были захвачены в плен нацистами и по истечении нескольких дней показательно расстреляны. Рёни Берг был молодым, ему было чуть больше 20 лет, руководителем этой самой группы, второй группы. Они, кстати, несколько месяцев после того, как были десантированы с территории Великобритании, скрывались в подполье, в норвежском подполье от немцев, потому что немцы смогли зафиксировать факт выброски этой самой группы. Усилили и охрану завода, на котором было производство этой самой тяжелой воды, и выпустили несколько отправили группу на поиски этих самых диверсантов. Но после нескольких месяцев где-то в подполье, после того, как группы скрывались в подполье, они смогли все-таки, кстати, при помощи своих сообщников, при помощи своих товарищей на производстве, которые помогали им туда добраться, разместить эту взрывчатку, еще и умудрились уйти живыми и не потерять никого, на лыжах сбежать из Норвегии. И вот как Рёни Берг дожить до 99 лет. Он, кстати, был последним из этой группы, не осталось никого в живых. Все эти люди ушли в вечность, ушли в историю. Никто из них больше никогда не сможет рассказать о том, как все было тогда, в 40-е годы, каким образом тогда норвежцы могли противостоять нацистской угрозе. Что ж,